Онлайн-беседа главы государства Аслана Бжания с депутатами парламента Италии – очень важный шаг на пути к международному признанию Абхазии. Подобного уровня мероприятий, посвященных исключительно Абхазии, в странах Европейского Союза еще не было. Харех дырвует инарт бауджар бжарат пяс хацара иодею аамтастаху процессу. Апсны арту аюзерат аусуйцурат эзыказашаква рышекургыларазы ахынткараква зиги рчапха. Квахораду харахзы харахапсат гилузбарц уя культура илызка арцыстаху Италия атпылава архапхазара эхацло. Апсны Италии рыкалаква аймадараква ахрыбжарцева. Право народов на самоопределение – главная тема пресс-конференции депутата Маттео Даль Оссо. Итальянский депутат считает, что каждый народ имеет право на самоопределение, а Абхазии пришлось отстоять это право в кровавой войне. Даль Оссо подчеркнул, что он выступает за справедливость в целом и в случае с Абхазией видит несправедливое отношение к гражданам Абхазии, чьи базовые права нарушаются. Республика Абхазия – это Кавказская республика с дуальным статусом. Грузия считает ее своей территорией, но сам народ так не считает. Поэтому объявил о независимости Республики Абхазия, которая признана 9 странами, 7 из которых – члены ООН. Народ Абхазии насчитывает тысячелетнюю историю языка, традиции и таким образом идентифицируется как отдельный уникальный народ, прошедший через исторические испытания. Переход после советской власти тоже не был простым. Народ Абхазии объявил о независимости от Грузии. Выступавшие с итальянской стороны ознакомились с историей Абхазии, ее международно-правовым статусом и геополитической ситуацией вокруг республики. История этого народа очень древняя. Первые упоминания об этом народе уходят корнями в глубокую древность до нашей эры. За это долгое время народ пережил множество потрясений. Одним из самых сложных был сталинский период, который, придав Абхазии статус автономной республики, подарил Абхазию своей родине Грузии. С распадом СССР Грузия развязала боевой конфликт против Абхазии, завершившийся принятием Конституции Республики Абхазия в 1994 году. С того момента начинается новая история Абхазии, вплоть до момента признания статуса Республики Абхазия. Республика Абхазия в независимости от международного признания – страна с огромным экономическим и геополитическим потенциалом. Несмотря на древнюю историю этого народа, современная история вымощена страданиями. Будем надеяться, что в будущем история этой страны наполнится международной солидарностью и обретением новых партнеров в поддержку стратегически важной территории, которая также имеет потенциал бизнес-партнерства с Италией. Это территория, которую нам предстоит еще изучить и открывать для себя. Маттео Даль Оссо добавил, что туризм очень важный сектор в Абхазии, и для Италии это большая возможность поделиться опытом, инвестировать и привлекать новых инвесторов. Есть большие перспективы в работе будущей Итало-Абхазской торговой палаты, которая будет открыта в этом году в Риме. Как итог договоренностей, достигнутых в ходе презентации Абхазии в итальянском городе Ламеце-Терме. Свое выступление итальянский депутат Маттео Даль Оссо завершил словами недавно ушедшего из жизни президента Европарламента Давида Сассоли. Нельзя строить стены между людьми, их надо рушить. Пресс-конференция проходила в зале парламента Италии во дворце Монте-Читорио в столице Италии – Риме. Впервые в современной истории Абхазии в стенах итальянского парламента были слышны абхазский и абазинский языки. Участие президента Абхазии Аслана Бжании и председателя ВАК Мусы Экзекова еще раз подчеркнуло заинтересованность Абхазии в открытом диалоге с другими странами. Посол МИД Абхазии по особым поручениям Кантани отметил, что очень важно, чтобы на таких высоких площадках был слышен голос Абхазии, ведь это мнение, отличающееся от грузинской пропаганды. На вопрос, можно ли говорить о позитивных тенденциях в Европе относительно возможности признания Абхазии, организаторы и участники мероприятия ответили, что дипломатия – это длительный и трудоемкий процесс, требующий больших человеческих и материальных ресурсов.
На данном этапе речь идет о развитии диалога между народами Абхазии и Италии, что фактически является признанием. Ведь куда важнее, чтобы об абхазо-абазинском народе узнавали объективную информацию, знакомились с богатой культурой, традициями, устанавливали торгово-экономические связи, происходил студенческий обмен. Онлайн-мост с Италией состоялся благодаря дипломатическому представительству Абхазии в Италии, послам по особым поручениям Кану Тане и Виту Гритани, совместно с депутатом парламента Италии Матео Дальосо, политическим советником депутата Арианой Лабате, а также людьми, которые уже стали добрыми друзьями Абхазии в Италии. В их число входят итальянские общественные деятели и бизнесмены. После завершения пресс-конференции Аслан Бжани ответил на вопросы журналистов. Они касались не только темы международного признания Абхазии, но и здравоохранения и энергетики. Аварийных таких отключений, я думаю, что к следующей зиме будет значительно меньше. Поэтому просил бы вас к такого рода неудобствам отнестись с пониманием. Отрасль требует серьезных инвестиций. В эту отрасль инвестиции должным образом не направлялись в силу того, что их не было, во-первых. Во-вторых, не были приняты необходимые решения для привлечения инвестиций. Сейчас такая работа идет. В завершении беседы глава государства добавил, что вскоре даст большое интервью журналистам. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.